Так, сейчас мы... кстати, там закрытый эфир, то есть любые левые не заходят туда. Да, там только подписчики заходят. Там заходят в основном чисто в основе своей патриотично настроенные ребята по делу, которые заходят. И я попросил всех их заранее, чтобы, если будут какие-то вопросы, нелепые какие-то утверждения, я просто комментарии отключу к чертовой мать. Сейчас, так, ассаламу алейкум, хами изри визри. Добрый вечер, уважаемые друзья. Мы с тобой, наверное, все-таки, Азамат, на русском языке сделаем, потому что здесь есть представители осетинов, представители и дагестанцев, кабардинцев, разные категории бывают. Друзья мои, дорогие братья и сестры, сегодня у меня в гостях мой дорогой брат. Как я вчера анонсировал, очень долго мы должны были с Азаматом встретиться. Азамат является, прошу заметить, прошу это подметить, не просто так проходящий мимо человек. По специализации заканчивал лингвист он у нас, этнограф. Азамат именно тот человек, который в южной, для нас это южная часть, а для Грузии северная часть, который снимал видео по бацбийцам. Это тот самый автор этого видео. Азамат, наш брат Азамат, тот, кто встречался буквально позавчера с нашим представителем наших братьев ЛАЧС Идрисом Абадиевым, с которым провел дискуссию по его же книге. Ряд вопросов, которых он задал, вы видели. Но сегодняшняя тема, как вы знаете, мы ее не посвящаем дальнейшего разоблачения Идриса или дальнейшее там, что... Есть некоторые моменты, конечно, которые я как своему гостю, нашему брату, задам вопросы по этой теме. А так, в основном, мы будем говорить об истории, этнографии нашего народа. С Азаматом я консультируюсь в многих этнографических вопросах. Я консультируюсь с ними, мы обсуждаем их. И, конечно же, после нашего общения, если у нашего брата будет желание, он захочет, мы, конечно же, ответим на пару вопросов. Еще раз повторяю, что Азамат является, чтобы каждый человек снова и снова не спрашивал, зовут его Азамат, он чистый навчи, тейп дишни, он заканчивал, специализация его, лингвистика, также этнография и также история. В основном родного края, если я не ошибаюсь. Можно сказать, родного и близлежащих с нами непосредственно граничащих каких-то материалов. Поэтому лишних вопросов, чтобы у нас не было, чтобы не было никаких, как говорится, оскорблений тех людей и нарнийцев, которые в своей книге написали много того, чего в реальности не существует. Прошу не повторяться. Если нас хорошо слышно, видно хорошо нас. Скромный, он очень скромный. Чистый, дышный, скромный, нас видно хорошо слышно, так ведь? Так, чтобы не было демагогии. Так, все. Все хорошо. Азамат, салам маршал, первый вопрос, конечно, все-таки, я знаю, что нашим многим зрителям интересно. У тебя эта встреча, я пару вступительных, несколько, чтобы было понятие, у людей было понятие. Здесь многие интересуются нашей историей, нашими адатами, все, что касается нас. Непосредственно, кроме политики. Политикой мы не занимаемся. Внутренняя политика нас не волнует. Оскорблением личности мы тоже не занимаемся. То есть, чтобы не было разных разногласий по этому поводу. Первый вопрос, который у меня есть.
эта встреча у тебя была впервые или она уже проходит, как сказать, на таких дружественных отношениях уже второй, третий, четвертый раз? Это не первая встреча была. Впервые мы встречались еще в 2013 году. Вот. Впервые я поехал сам. Угу. Мы с ним, с Идрисом Абадиевым, пообщались. Вот. Потом через неделю я еще раз к нему ездил. Угу. В общей сложности до этой встречи я у него был 5 раз. До этой встречи. То есть это была 6-я встреча. Это уже 6-я встреча. Да. Ну, то есть каждая встреча у тебя конкретно, целенаправленно, имеется в виду, ты по его тематике, по его книге, вот именно по работе ты ездил в группу? Нет, первый раз я поехал к нему по книге. Во второй раз я к нему поехал извиниться за то, что я до первой нашей с ним встречи, когда я его еще не знал, когда мне люди из Ингушетии даже говорили, что он не в Ингушетии живет, просто я позволил себе за его спиной назвать его провокатором. Вот. И когда я с ним в первый раз пообщался, у меня про него сложилось очень хорошее впечатление, но у меня первой встречи я как-то не знаю почему, но у меня как-то не сладился разговор? Нет, разговор получился, просто как-то, не знаю, может, не извинился от первой встречи. Потом я поехал Лерин перед ним извиниться за то, что я его назвал в сети провокатором. Третья встреча у нас уже была, со мной были люди, со мной были один человек из Ингушетии, один из Хасавюрта, один из Грозного, мы вчетвером были. С ним был Нурдик Адзоев. Вот такая у нас была третья встреча. Нурдик Адзоев, он по специализации историк, если я правильно историк, понял. в Ингушетии он историк. И редактор той самой книги, которую в последний раз ты обсуждал. Все, да. Чтобы внести ясность. Да, это была уже, получается, какая первая, вторая, третья встреча. Четвертая встреча я к нему ездил с Мамадом Абдулаевым. Готарюрт Артерло. Это сын Лечи Абдулаева, нашего известного писателя. А мама тогда работала заместителем директора газеты «Даймохк». И пятая встреча у меня была в 2014 году. Я уже к нему ездил в Марху Обалдеш. Ну да. То есть, правильно я тебя понимаю, в любом случае, первый был по конкретной тематике, потом ты просто забыл попросить прощения из-за того, что недоинформированность, что он не проживает, его назвал провокатором. Но после остальное, в любом случае, кроме того, что ты ездил туда, Марнеш Обалда, остальной случай был конкретно по истории, этнографии, то есть, грубо говоря, по работе. Ну, вот, когда с Мамадом мы ездили, это была подготовленная встреча наша. Мы поехали, у нас с Мамадом сложилась идея написать книгу, общую книгу. История чеченцев и ингушей с древнейших времен до 18 века, то есть до 1770 года. И это была наша идея с ним. И мы решили воплотить в жизнь. И идея была такая, что в Ингушетии 3 или 4 историка, есть в Чеченской Республике тоже 3 или 4 историка. И вот первым надо было поискать историков с Ингушетии, потому что ингушская сторона, она более такая сопротивляющаяся. И первым делом я поехал к Идрису Абадиеву, человек, который я больше всего знаю на тот момент. Он согласился, он сказал, что он Нурди попросит, других попросит. Но Идрис согласился. Мы приехали обратно. Потом я встретился с Хаджи Хазириевым, с Хамзатом Мухаем встретился. Они тоже согласились. Вот. Потом я встретился с Алауди Мусаевым, Эрлой Тамд. Он сказал, что он будет финансировать, все финансовые расходы берет на себя, что он выпустит книгу, все сделает. И организует всякие мероприятия, любые дискуссии, все он организует. Вот такие были планы. И вот поэтому... Почему сорвалась у вас сама задумка? Ну, я поехал в Ростов и сорвалась. Все понятно. То есть по моей то есть разрыва договора не было. Не было разрыва договора. Все хорошо. Чтобы не было никаких иллюзий у людей, сразу я хочу сказать, что мы непосредственно Азамату, будут они лицеприятные, нелицеприятные вопросы, конкретно по тематике, без лишних дифирамб, мы будем разговаривать по этой тематике, поэтому если вы слушаете и слышно хорошо и Азамата, и меня, я хочу, чтобы вникли в весь вопрос.
Если вы будете просто переписываться, алейкум салам, я не хочу отключать пока комментарии, чтобы мы и видели, что вы Масар салам маршал, да, это Хондерес, Хилабах, за последнюю дискуссию твою, что ты разъяснил. У меня второй вопрос, сразу не отходя, как говорится, от темы. Когда этот Кадзоев, это тот самый Кадзоев при последней встрече, который все исторические моменты по этой книге, Идрис сказал, что это была работа Кадзоева, правильно я понял? Да. Это тот самый Кадзоев, главный редактор этой книги. Да. Но чтобы мы имели какое-то понятие объемное, почему человек отвечал так, никак иначе. Хорошо. Азамат, вот такой вопрос. Если ты вот, положа сердце на руку, можешь сказать вот твое личное мнение, тут уже как бы абстрагируемся от ненужных каких-то лишних разговоров. Вот по твоему мнению, что ты лично считаешь? Из всех ответов, которые были даны по твоей тематике, довольными вот ты получил, вот ты насытился ответом, сколько вот по 10-бальной шкале этот человек ответил тебе? Я не спрашиваю, какие, что, это не важно. Но вот ты поехал, последняя твоя встреча произошла. Твои вопросы были четкие, грамотные. То же самое, мы с тобой не консультируемся по вопросам там, каких-либо других книг, но то же самое, такие же вопросы были у меня. По всему интернету, имеется в виду Facebook, Instagram, везде ходят его вырезки, где идет конкретные вот эти выдумки про нагайцев, которые появились непонятно когда, имеется в виду в 16 веке, когда у нас есть археологические раскопки в Сержинюрте, найденные датировкой 3500 лет. Грубо говоря, 18 век и те, которые пришли с татаро-монголами, грубо говоря, в 13 веке. Если даже в то время они не имели названия нагайцев. Да, нет, да, в конце 15-16 уже появилось название нагайцев. В начале 16 уже. Поэтому в 16 веке, уже давно, начиная с 7 века, есть источники, армянские источники, которые научный мир поделился на две части. Имеется в виду, там, не доверяет этим спискам там, Волкова, которая говорит, что впервые у грузинских источников они появились. И другие, Виноградов полностью поддерживал насчет навчиматян, ты знаешь, да, в 7 веке. Это общеизвестный факт. То есть 7 века есть, с начала 14 века есть. И уже в конце, когда пришел Тамерлан Хромой, когда он призывает позвать, это католикос, как раз ты об этом, кажется, говорил, да? Когда призвать общество Нахчи для противостояния Тамерлану. Мы же об этом говорим, правильно? То есть по этому поводу я тебе, вот твое личное мнение, по 10-бальной шкале, ты был удовлетворен ответами, которые ты задавал? Нет. Хорошо. А твоя последняя поездка была направлена на то, чтобы оскорбить, унизить или поставить на место этого человека? Нет. Хорошо. Я объясню, к чему я это задаю такие вопросы. То есть ты и твоя реальная цель, зачем ты поехал и на каком основании ты поехал, именно уже не в первый, не второй, а 5-й раз довести до конца этот разговор. Если человек, я понимаю, если ты приезжаешь в первый раз, человек может быть не подготовлен. Второй раз может быть не подготовлен. Даже пускай прошло 5-6 лет, 10 лет. Но этот человек знает, что ты приезжаешь конкретно для того, чтобы поговорить об этой тематике. Потому что ты не получил ни в первый, ни в последний раз никакого удовлетворения от ответа. Твоя цель, можно узнать? Я не собирался к нему ехать вообще. Я не собирался к нему ехать. Я вообще последние, начиная с декабря 2014 года, я не при делах. Я так занимаюсь дома, но общественную деятельность я не вел последние 5 лет. По известным тебе причинам. Да. А я к нему тоже не собирался. Я-то сейчас и не в Грозном живу, как ты знаешь. В Грозном бываю редко. Это сейчас в этом году я часто начал приезжать. А так я последние 5 лет в Грозном бываю раз в год, может. И то проездом. Да. Я не собирался к нему ездить, тем более учитывая нынешнюю общественную и политическую обстановку в Ингушетии.
нынешняя вот эта провокация, которая между нами пришла. По пограничной ты имеешь в виду? Да. Я не собирался это обсуждать, я не собирался это делать. Конечно, я эту тему, идею про общую книгу я не забыл, и до сих пор не забыл, я ее не оставлю давно. Да. Я к нему поехал, потому что он выпустил видеообращение, в котором сказал, что я к нему приезжал, что я на 99% согласился с его книгой, что я к нему приезжал, и только поэтому, то есть, по сути, он сам меня вызвал, и он в видеообращении сказал, что любой, кто желает с ним обсудить его книгу, любой, кто желает это, может приехать, но только поэтому я к нему ездил. Все, понятно. Дорогие друзья, дорогие мои подписчики, все, кто слушает, братья и сестры, в первую очередь, когда с октября месяца по пограничному району началась вот эта вся суета, вы помните прекрасно, мне задавали, многие писали, что когда я говорил об истории, ваш историк Азамат приезжал, вот эту дискуссию, те, кто был с самого начала, меня помнит, и помнит, что это дискуссия, ваш историк Азамат приезжал, и его размазали. Это не провокация, вот такие разговоры были у меня в эфире. Вот эти разговоры были в эфире, когда говорили, что размазали якобы Азамата, он приехал, нечего ему было сказать, и что по этой книге он получил все ответы, вот такие разговоры были. Этот разговор, я могу поклясться Всевышним Аллахом, Азамату я не говорил. До вот этой встречи, я тебе говорил это когда-нибудь. Такой разговор был. И в этом случае даже я не стал говорить, хотя знал реальность, то, что он был там, я знал, и с Азаматом в то время я был знаком уже. Но я не стал говорить, что Азамат сделал это, Азамат сделал то. Я оставил напоследок, потому что я знал, что будет продолжение этой дискуссии, чтобы не было никакой лжи. Понимаете? Окно говорят, закрыть, что ли? Сейчас мы закроем. Видать, там шумно. Шумно, видать, да. Шумно, наверное. Так вот, и когда вот этот разговор начинался, ama настроение чуба. Все отлично. Нет, настроение, и что, вечно, и что Буратино чори, милорис, грустными вечно. Буратино, Советский он человек, не любит он совковскую тему. Нет, еще Азамат, да, что я хотел сказать? По этому поводу писали многие, говорили, вот вашу ложь разоблачили, мы разоблачаем, и так далее, и тому подобное. Почему я задал это Азамату? Я хотел, чтобы Азамат сам озвучил этот вопрос. И на самом деле Азамат четко этот вопрос озвучил при встрече позавчера. Он сказал, позавчера же это было? Встреча? Да. Кажется, да. Да, позавчера. Он сказал, ты сказал, что я согласился на 99%. Азамат прямо в лицо сказал человеку, не за спиной, ни зачем. Поэтому я задал этот вопрос Азамату и хотел услышать ответ по этой тематике. Что касается остальных вопросов, что касается нагайцев, религиозных каких-то аспектов, когда Азамат задавал вопросы, многие спрашивают, можно вопрос тебе, неприятный, ты удалил видео. Да. Почему ты это сделал? Он меня попросил удалить, я удалил. Друзья мои, братья и сестры, Гылык, Уяздингл, Уайнохчи, Уайгацаядацадеха. Шел прямой эфир, кто успел записать, записал. После прямого эфира, когда Азамату сказали «Даяк, кадер, шагыл, кляца Азамату даяк». Но не было силового воздействия. Нет, я знаю, бабуш. Я у них в гостях, какой может быть силовое Хорошо. Чтобы не было, нет. Я должен так задавать этот вопрос, ты понимаешь, да? Чтобы потом не было кьери, ни хэрихэлли, ихуми. Чтобы не было никаких... Может быть такого, я же у них в гостях, они не могли ничего такого сказать. Никаких провокационных, никаких других вопросов, Азамат. Чтобы все телезрители знали, сколько часов последний диалог у тебя был с Идрисом по поводу книги. И вообще касающийся вокруг нее.
Приблизительно. Ну, я от него вышел где-то в часа 4 утра. Зашел? У него я был где-то в 9 вечера. С 9 вечера в 4 утра. Посчитать можете сами. С кусками, которые там, ну, уберем там чай, поесть, там домашние обстоятельства уберем, без грубого посчитайте сами. Если вы увидели материал 1 час, прошу не делать по нему выводов. Азамат, еще раз, чтобы вы знали, пошел не просто так, не с бухты-барахты, подготовленный по книге, по лингвистике, по религии, по географии, по истории с подготовленным материалом. Не в первый раз, а уже в 5-й, 6-й, ну, грубо говоря, 6-й раз. Никаких вопросов у вас возникнуть тешам, болхи, пантыши и так далее, этого ничего не было. И совоча хошал, я вам сказал, что будет эфир. Многие рассчитывали прямой эфир, думали, что ты в Инстаграм зайдешь, и что в прямом эфире мы с тобой будем общаться. А я не умею это. Он в Инстаграме страничку не ведет, у него есть своя страничка на Фейсбуке, я тебе рекламу сделал по-братски. Его Азамат Эрзанукаев, такая черный кругляшок, ЧГУ еще, кажется, у тебя написано, да, там? Наверное, ну, место работы. Да, место работы. Да, бывшее место работы ЧГУ, так что в Фейсбуке, кому дальнейший, кто там по лингвистике, кому интересно будет, подписывайтесь на нашего брата Азамата и можете задавать вопросы. И, конечно же, я, само собой, в лингвистике у меня не настолько сильно, но я всегда консультируюсь с знающими людьми. По истории мы с Азаматом спорим и не всегда соглашаемся по некоторым этнографическим вопросам, то есть по тайповым. Он у нас больше такой миролюбивый человек, в отличие от меня. Но отличный бацо, что дружный нахвош, дружелюбивый. Сам она все. Ташу хажи деда милвар. Дишнивар. Цехуерцен. Боб хажери. Боб хаж. Чтобы вы знали, то что хаж гункиваться, мадиц, асакарик, маситус алири, ишвега шитайп дунохчи. Цамо, то что хажа цвантро убах, но это ваша вечная дилемма. Цамо дышни убах, укар гункиваться. Хильче ума бош дацвай гункиш. Амма хайл факт и юсун хукшул. Источник тяха, теперь кешниша Эндрия дубарицун кеш. Эндре авина уиз, эндре хина уиз, эндре дишни юрт олшу. Так, цигар уиз, ну цан хина гоной духох больш ханхила. Эндре гоной дух больш. Гонойский квартал олш. Дишни цигар гаски хагварч хина дух бер дишни дабаг на цигаре бай на цигаре. Мы потихоньку, Азамат, Хапур Бонсани, мы с темы Абадиева потихоньку перейдем на нашу, потому что все, что можно сделать, все, что можно поговорить, там уже можно в принципе... я немного скажу? Нет, конечно же, обязательно. И мы хавал мавельне хаха химол шундияин, я хочу хасу, хумал ша фарат хилва, тарца свободный, непринужденный обстановки, оца соочи, наручник что хавалин маса, там вилуш хотя бы чего больше, хайта, дыду хайта. Сейчас без моих вопросов он хотел дополнить Азамат Эрзнукаев, не Эрзнукаев, Дишни, лингвист, этнограф, историк родного края, Ушун, Тайпан Дишни Ушун. И вот сейчас уже алуш теге Азамат. Ой, халуш мата, нохчи гаска бедацон. Я хотел попросить наших людей эти записи не распространять, потому что у нас еще будет встреча, да, еще будут записи, еще будут дискуссии, еще будут. Мы договорились еще встретиться, поэтому записи не надо распространять. То есть более подготовленно ты хочешь, да, чтобы это было? Да, чтобы было получше, чтобы не было такой перепалки никаких, чтобы не было... Типа мы не знали. Да, да. Шолга, я хотел бы попросить всех, чтобы они не оскорбляли никого. Ну, Николаевича именно, чтобы Идриса не оскорбляли, потому что люди его не знают. Ну, по крайней мере, как я его, люди не знают.
То есть как личность ты просишь не оскорблять, я правильно понимаю? Да, как личность. Но да. не работа его. Ну, Потому что мы не сможем с тобой запретить то, что он написал. Как бы мы с тобой бы не хотели, никто его работы никогда не будет уважать. Ты извини, брат. Ну, работу его я тоже. Да, поэтому мы говорим, чтобы было понятно. Азамат имеет в виду конкретно личность человека, как человека мы нет. Про его работу, какое у кого мнение, это одно. Но личность, это как бы у Азамата просьба к вам. Мы говорим о личности. Да, я с ним лучше, чем большинство из смотрящих знаком. Идрис очень хороший, порядочный человек. И к тому же Идрис патриот. Да, у нас с ним не сходится, как вы заметили, у нас с ним не сходится. Во многом мы с ним не сходимся, но, по крайней мере, мы с ним сходимся в том, что мы одна нация. Он еще и в прошлый раз сказал. И теперь до 16 века он сказал, кажется, да? История даже у нас сейчас одинаковая. Он до 16 сказал, а в прошлый раз он до 18 сказал. Да, правильно, 18 да. Но это ничего, это можно в процессе дискуссии, люди нервничают, поэтому то, что перепутал, может, он 18 хотел сказать, на это не надо акцентировать. Поэтому Идрис патриоту. Идрис патриоту, Идрис, а патриота, какой бы нации он ни был, мы должны уважать. Патриот должен уважать патриота. Но националист это то же самое, что патриот. Ну, наши люди иногда путают. Ну тогда почему конкретно тебя, меня называют националистом, а когда дело доходит до Идриса, то получается, что он патриот? Патриот, националист это одно и то же. А вот нацист, шовинист, это уже, людям я объясняю. И даже он сундейла, не надо человека оскорблять. Чем его оскорблять, лучше подождите, у нас еще будут встречи. Если даже чтобы не было, да, труд его, конечно, можно по-разному относиться к его труду. Но Идрис порядочный человек, у Идриса есть такие черты, но эздела, как в Ингушетии говорят, которых нет у некоторых чеченцев. Поэтому надо признавать плюсы человека, надо признавать минусы человека. Поэтому не надо его оскорблять. Я еще раз хотел попросить не оскорблять человека. Уважаемые братья и сестры, подписчики, я хочу, чтобы мы четко понимали. Вы сейчас говорите, что для него оскорбление быть ночью, он оскорблял чеченцев и так далее и тому подобное. Речь не идет, Азамат не утверждает, что он патриот чеченцев или патриот нашего края, он этого не говорит. Вы должны услышать, что говорит четко Азамат. Я понял с полуслова. Азамат говорит, будет дискуссия. Еще одна, когда встретится, подготовленный он, приведет он, там, я не знаю, эскадрилью свою, я не знаю, историков. Но он будет подготовленный, чтобы поставили камеру и четко уже можно было отвечать. Поэтому никаких преждевременных военнохчей и сих дуэй. Преждевременных умацов, сих целуш, сихал дикяц, сихал шейтнерю, сихал хазнесан дука, гохумада эцо, балаба эцо. Эцумна хастрадат яшью дука вайкома особенно. Сихмалуа, кей гош киетиешту, кей вистхливиешу Азамату. Хамабахи, ще встретиться, денцу уже ответим. Ну, предварительная встреча, мы, как всегда говорили в эфире, мы никогда не переходим на личности. Мы конкретно говорим о работе человека. Я даже, вы знаете, чтобы не называю имен, хотя прекрасно вы знаете, о ком я говорю, я всегда называю разные терминологию, сантехники, нарницы, сказочники и так далее и тому подобное, фитначи. Поэтому сихмалуа, Азамата, Бога, хаахуша, худуйца хуша, бошду, дан лаха, вайцу дяштик алмаша, дихардошик аллацу. Он нам не указывает, он нам не приказывает, он наш гость. Вайхашуи, вайларам бабьесу алли, мы это духа больше видишь, тот, кто загрузил, и тот, кто есть, если они уберут его, уберут, потому что должно быть продолжение. Снова же, вы видели из
5, 6, 7-часовой дискуссии вы видели 1 час. 1 час максимум. Ну, в лучшем случае, кто был в прямом эфире, там нас было человек, ну, максимум 20-25, ну, 30. по 30 человек. 30 человек всего было в эфире. Поэтому дүйчдол хума кидеге сиха салуша адит из-за шейхена цуна керуду вайн масана керуду. И теперь Азамат, просьба только да, асса и даже чукуасиня, хотя у меня доступ к материалу в принципе был, я не сделал этого. Меня попросили озвучить, я некоторые вопросы пробежался, потому что мне было реально смешно. Но про нагайцев, это, знаешь, это тематика 7 класса. Не знать такие элементарные вещи, грубо говоря. По этнографии то же самое. Но теперь дальше я хочу конкретно задать тебе вопрос. По твоей специализации. Скажи мне, сколько среди нашего народа диалектов и говоров, приблизительное количество ты можешь назвать? Конкретно по нашему языку. Ну, самый распространенный диалект это плоскостной, так называемый, равнинный алцинов, литературно-чеченский язык алцинов. В нем есть 2 говора, это виденский говор и нажиртовский говор. Потом идет чеберлоевский диалект, шаруевский диалект. Эти 2 диалекта, они между собой схожи. Ну, Шаруевский, чеберлоевский. Да, из-за географического положения. Следом идут шатоевский, итумкалинский и кистинский. Ну, если так сказать, панкистский, наверное, правильно. Но официально он называется кистинским диалектом. Эти 3 диалекта тоже между собой схожи. А бацбийский к ним относится? Нет, бацбийский считается как отдельный язык считается. Хотя по сути отдельный язык? Да, хотя по сути это диалект, но считается как отдельный язык. Из-за того, что они сейчас принадлежат грузинскому гражданству, из-за этого или как? Из-за того, что их просто записали нации. Кто записал? Можно Советское время? Союз все, понял. Нации, как отдельная нация записана. Да. Ну, их вот сначала записали как нацию, потом их записали как грузин, и сегодня как такой нации и нету, а вот язык бацбийский остался. входит, да, такая странная ситуация, что бацбийский язык входит в состав нахских так называемых языков, то есть термин, который тоже появился в 29 году, входит в нахские языки, а вот такого народа, как бацбийцы, и нету. Скажи мне, до 29 года бацбийцы были... Нет, как назывался не нахская, это термин, чтобы придумать, как он до этого назывался? Чеченский. Да. И некоторые даже пишут, как нахчийцы, нахчуйцы. То есть не нахи, а нахчийцы, нахчуйцы. Чтобы было понятно, терминология. А более распространено было как чеченцы. Война, нахи, и что еще там в 29-м вместе с ними? Нахская языковая культура. Это все термины, придуманные Яковлевым, Мальсаговым и еще группа лингвистов в 1929 году. Да. Когда чеченский, нохчий язык переводился на кириллицу. Я правильно понимаю? Да. Все так. Дальше я тебя отвлек. Шатойский, и Тумкалинский, и какой еще вместе? Кистинский. Идут в одну, да, группу? Ну, они более похожи между собой. Но в кистинском диалекте есть элементы галанчурского диалекта. И вот галанчурский диалект это уже следующий диалект. В галанчурском выделяются такие говоры, как тирлоевский, хотя тирлойский говор, он ближе к итумкалинскому. Но он... То есть между галанчурским и итумкалинским делится, да, тирлойский? Тирлойский ближе к итумкалинскому. Но из-за галанчурского района, видимо, он относится к галанчурскому диалекту. Мелхинский есть говор, майстинский есть говор. Но они относятся к итумкалинскому тоже? Нет, они относятся к галанчурскому. Галанчурскому району. Да, вот уже галанчурский диалект есть, орстхоевский говор. То остальные, те, которые делятся, ты можешь мне сказать, орстхоевский диалект существует? И есть говор орстхоевский. Орстхоевский говор. Галанчурский диалект. Да. Все, чтобы я знал, чтобы я не ошибался. Просто я называл орстхоевский диалект его. Это ошибочно. Да, нет. Ошибочное понятие. Я прошу у всех прощения. Орстхоевский говор, галанчурский диалект. Просто, чтобы недопонимания у людей не было. Да. Есть еще акинский диалект, но было бы правильно называть ауховский, да. Ага. Но официально он называется как акинский диалект. То есть подожди, у меня здесь была большая разборка в эфире. Есть тема ауховцы,
чтобы я знал, о каком диалекте. Есть лам-экки. Лам-экки ни в коей мере говорят, что они с ауховцами не имеют ничего, кроме как якобы приписаны. Они говорят, что мы разные, у нас нету корней бахта, и по ДНК нету бах. Но это они говорят, я не про это хочу. Конкретно сейчас диалект идется о лам-экки или об ауховском, акинском диалекте? Ауховский. Ауховский диалект, чтобы было... Лам-экки разговаривает на галанчорском диалекте. Лам-экки галанчорский диалект. Все, чтобы сразу было понятно. Хорошо. Буквально сегодня пошла новая тема. Идут сильные разборки. Сейчас я должен как раз был до твоего приезда. Я хотел загрузить, не успел. Идут сильные баталии насчет кистинцев. Сами кистинцы и все, кто туда ездят, и я общался в прямом эфире с ребятами, которые проживают в Панкисе, они говорят, что мы нахчи. И нет никакого сомнения, даже когда приписывают. Скажи мне, кисты, кистинцы, кишты, вот как записано, просто на географических и топонимических картах, которые у меня есть, кистинцы находят ближе к нам. А вот кисты, они находятся в сторону отдельно, где глигвы находятся. Есть ли различия между кистинцами и кистами, и киштами, и кто все-таки являются реально кистинцы по твоим полевым материалам и тем материалам, с которыми ты знаком? У меня есть какой-то материал, но я хочу лично от тебя услышать тоже твое личное мнение по этому поводу. Ну, у меня мнения нету, я просто только то, что читал. Вот. Кистинцы, кисты — это самое-самое первоначальное название кисты. Это происходит от реки Арамхей. Эту реку осетины называли Макалдон, Коршун, Дон, река Коршунов. А грузины Арамхей называли Кистетис. И тех, кто жил около Арамхи, грузин их называли кистами. Оттуда идет название кисты. Вот это название кисты Гюльденштедт распространил на всех, кто говорили на нахчинском языке. Вопрос. По Гюльштейну я тоже Гюльштейном называю. Гюльденштедт. Вот по нему я сейчас отдельно тебе задам вопрос. На картах кисты и кистинцы отмечаются как два разных общества. Ну там просто со временем пошло такое деление, как ближние кисты и дальние кисты. Ближние кисты — это конкретно Вятпи, а дальние кисты — это жители Панкисского ущелья. Но это уже после 1820-х годов только термины могли появиться, потому что в 1826 году, кажется, Дой поселился в Панкисе, а это первый, кто поселился, это и есть Дой. Как Хасо Хангашвили, как рассказывает свою родовую историю, там у него и на кладбище это все записано. Да, у меня есть это, как раз я его собираюсь сейчас загрузить, этот материал. Да. То есть, те, которые ошибочно записано, то есть только источник, который, фамилию его каждый раз, Гюльденштедт. Да, Гюльденштедт. Только по его описанию можно приписывать кистинцев к тому или иной национальности. Вот он первым вел, всех начал называть кистами. Так, хорошо, я просто-напросто хочу объяснить. Я ознакомился с личной биографией, непосредственно с этим, потому что мне по этой теме очень много задавали вопросов, и особенно про карту. Вот про этого немецкого исследователя, якобы. Хотя он, как исследователь, себя не сильно зарекомендовал. Так вот, в личных его архивах и документах четко написано, что прослеживание работы его и передвижение его было по четко узкому графику под предводительством и помощью только царских офицеров русских с Кизляра до Грозного, с Кизляра до Моздока, с Моздока до Тифлиса. Его сопровождали непосредственно или царское войско, или же несколько есть там описаний, когда с Моздока они во Владикавказ, кажется, он перебирался, что у него с ним были ингуши, и они рассказали, по их словам, он зафиксировал материал. Как мог немецкий исследователь, который не знал о территории
Чечни, которые в то время шли боевые действия в горной части, а к тому же и о Панкийском ущелье, и об остальном месте описать четко, он мог это сделать сам, если бы он исследовал эти места, то есть собирал полевые материалы и все остальное. Если он не встречался ни с одним жителем, не был там географически, даже рядом не был, материалы он получил только от тех людей, которые его сопровождали. Насколько его исследования можно использовать. И его исследования, и исследования, которые тебе при встрече напомнил как раз таки Идрис. Есть такой некоторый Лаудаев, не являющийся ни этнографом, не являющийся ни историком, не являющийся лингвистом. Ни одно из этих образований этот человек не получил. Однако все прекрасно знают, где он учился, что он заканчивал, и что дальше крепости Грозной, некоторые говорят старой Атаги, но в основном Грозной, этот человек не был. И он не мог знать ни о каких-то царствах и об остальном. Само собой, Ичкерийская область все время вела сопротивление. У меня вопрос по Гюнштадту и по Лаудаеву. Материал, который они используют, или они сказали, имеет право носить научное обоснование и подтверждение этому. Я когда впервые пообщался с Асаном Бакаевым, нашим известным, уважаемым человеком. Профессором. Да, Асан Бакаев, профессор. Он мне сказал, читай все. По-любому, в любой книге найдешь что-то полезное. Я, наверное, ответил на этот вопрос. То есть Лаудаева можно почитать, хотя я не понимаю, почему его кто-то комментирует. И Гюльденштедта надо почитать. То есть в любой книге найдешь что-то полезное. Это я знаю. Я к чему именно конкретно задавал, чтобы не было. Научное основание наше. Тот же Асан Бакаев четко дает ответ пакистинцам. Четко дает. И все говорят. И все те, которые последние исследователи, которые туда поехали, все они говорят четко, что мы я спрашивал ребят, которые там проживают. Так, если там живут сегодня, они себя называют кистинцами, и они говорят, и сейчас есть некоторые, по словам того же публикации Асана Бакаева, есть люди, которые провокационные вопросы поднимают, чтобы перетянуть название. Это последний его. Я прочитал, я его практически все читаю, полностью все читаю, потому что его невозможно не читать. Кто человек, который любит свой народ, я считаю, вообще должен его читать все, что он пишет. То, что их до сих пор называют кистами, это просто, как говорится, пережиток прошлого. Это просто пережиток прошлого, потому что грузины, например, до сих пор ни чеченцев, ни ингушей грузины кистинами не называют до сих пор. Чечены, чеченуби, чеченури. Так что именно за ними, такими 10 тысячами людьми, это название как сохранилось. И все. Вопрос, чтобы ответ я твой понял. Дзурдзуки или Дурдзуки? И кому этот этноним, кого обозначали грузины под этим этнонимом? Они обозначали под этим этнонимом Дурдзуки. Он по-разному встречает. Дурдзуки, Дзурдзуки. Он по-разному у армян. Правильно, например, как? У грузин он как Дзурдзуки встречается. Дзурдзуки. Да. Правильно так. Все. Да. А у армян он как Дурдзуки. По-разному он встречается. К кому относится этот этноним? Он относится к нам. К чеченцам, к Нохчи. Да, к Нохчи. Все. А когда именно началось у нас, к сожалению, когда Ты можешь сказать впервые, когда этот этноним они начали приблизительно сказать? У меня есть какие-то источники, я хотел у тебя узнать, к какому веку они это название конкретно наших чеченцев начали называть дзурдзуками? Леонтий Муравели первый это указал, и последнее упоминание это в 19 веке. Это 11, кажется. 11 век. Дзурдзуками. Да, Леонтий Муравели, Картлис Рыба. А он, чтобы было нашим источником, всем дошло, он является кем? Он грузином. Муравели, это я понял, что грузином. Историк, он этнограф, он... Он очень-очень такой человек. Всеобще развитый. Да.
Понятно. То есть ссылаться... Патриарх такой. Да, ссылаться на него можно. Вот обязательно на него. Окей, все понятно. Продвинутое, все просвещенное человечество нашего пространства на него ссылается. Хорошо. Теперь потихоньку переходим к нашим восточным, и с тобой, мы с тобой вечно воюющим, к восточным нашим соседям. Граница, я имею в виду Дагестан и Чечня. Междуречье Терека и Сулака. Заселенные там ауховцы, проживающие. Место обитания, то, что по тем материалам, которые я сталкивался, там говорится о том, что до самого Каспийского моря проживали вплоть даже до тех наших новчей, мелхи даже были некоторые села, которые основали, хотя мелхи относятся вообще к западной части. У меня вопрос. Это мифы, это реальность? Реальность. Второй вопрос. Территория, населенная Анди и дидойцы. Многие из них, андийцы и дидойцы, которые у нас бывают в прямом эфире, дидойцы даже говорят, но они не говорят к нам именно, они говорят, мы отдельные, у нас языковой нету. Андийцы, по ДНК, насколько я знаю, по твоим материалам, они ближе всего к нам. Да. Можешь назвать это гаплогруппы, какие у них? J2. J2, да. То есть самые чистейшие. Не, я в том плане, ты понимаешь мой сарказм, да? Кто говорит про J2? Да, в кавычках, да, чистейшая, да. Ага. Она самая. Вот, у меня есть карты, исторические карты, в которых указано, что после пленения имама Шамиля, назовем пленение его, чтобы никого не было обидно, плена, пленение, сдался, не сдался, это другое уже, пускай каждый судит по себе. Гумбет, Ботлих, они все были переданы чеченской непосредственно в то время, если можно назвать, это в Чеченской республике они относились. Не республика она была, это Ичкерийский округ. Это так? Да. Гумбет, Технуцал, Анда, Чамалалские земли. Это современная, это часть такая современная Цумадинского района, Ботлихский район, Гумбетовский район. Понятно. Дадона ты слышал? Дадон его зовут? Или Донный его, историк какой-то с Дагестана? Не слышал. Такой с белой бородой, Донный, кажется, его фамилия. Не знаю. Ну, короче, некоторые историки наши с Востока, не вопрос, чтобы, о том, что мы говорим о периоде не во время Шамиля. Во время Шамиля мы знаем, что это было единое пространство у нас. До имама Шамиля, где граничили Аварское ханство, или Хунзахское ханство, Нуцальство, границы приблизительно, где были между нами и непосредственно республикой, там хорошо, Дагестаном, Аварским ханством и ичкерийцами, или всеми нашей территории. Ты приблизительно можешь сказать, Андийский хребет или где была наша граница? Андийцы еще до имама Шамиля были от нас отдельными, к сожалению. Хотя это по крови наши обществом люди. Ты имеешь в виду, отдельным обществом да, были? Это по крови. Со своими землями? Да, хотя по крови это наши люди, но они так и называются, вольными обществами. У них не было князей, у них не было такой тирании, как была у других народов в Дагестане. Вот. И это практически сегодняшний Ахвахский район, это я называю сейчас Андийские земли, это Гумбетовский, Ахвахский район, Цумадинский район, Ботлевский район. То есть они в то время входили к нам или Нет, это к были ним? Отдельные вольные общества. То есть вот это была граница между нами, если я правильно понимаю? Это были именно андийские земли, и они не были ни от никого зависимыми, они не были ни от кого зависимыми. Они были своеобразным форпостом для нас? Да, это как... Вообще мы с аварцами не граничим. И с аварцами не граничим и практически... Хорошо. Я быстро такой блиц вопросы, чтобы мы не сильно всех будоражили. Кинхи. Название от Кайнхи или Кванхи? Кайхи. Белая река. Чисто этимология наша, новчая. Да. Хорошо. Чтобы не было, чтобы... рассказывает о том, что... Также есть Кванхи Датли, есть село. Тоже такой же корни имеет. Большинство этих... Я приводил публикацию в Фейсбуке. Большинство таких так называемых аварских названий, если
приводить на английском, то они нам становятся понятными. Даже Михельта, например, Малхта. Угу. То есть имеет одно и то же значение. Ну, да, это по-баварски они ничего не означают, а по-английски они также переводятся, и мы их понимаем. То есть у нас язык есть совпадение языковых. Да. Понятно. Вопрос еще. Шахты, якобы в Шаройском районе, принадлежавшие аварским нуцалам. Миф, сказки, реальность. Конечно. Миф. Да. Конечно. Все, вопрос закрыт. Чтобы просто-напросто. Я понимаю, я не оспариваю, что во время Шамиля там могли быть шахты, потому что мы имели одно пространство. И 2 столицы были у нас. Чтобы сразу не было лишних разговоров. Дарго от даргинцев или же от нашей Дарга, чеченское название? Дарго это Белготоевское село. Белгто юртю Дарга. Дарга абокис. Белгта он всегда бежит. Куза гадерва Дарга куза дия бардуэл дия был анах. И всегда. То есть от этого. Да, цедер он уляет. Тут как бы чтобы не было. Кто даргинцы говорит, это вообще враг чеченского народа. Первый раз в жизни, может, и такие находятся. Не первый раз, мне часто задают. Даргинцы задают слышал. вопросы. Они говорят, вот мы даргинцы, а у вас есть Дарго, это... Но они сравнивают его со временами имама Шамиля, поэтому многие вот эти вопросы. По Арганой, Чонгурой, ДНК-тесты показывают, что они наши. И нету никакой... Арганой J2, Чонгурой L3. Тогда... Почему некоторые, не имеющие на это обоснования, наши этнографы их записали инородными? Можно я такую аналогию приведу просто? Да, конечно. Пример просто приведу. У меня в селе живут люди, которых называют туркой. Вот я как раз тебе хотел к этому подвести. Да, расскажи. Я сразу на 2 вопроса отвечу. Да. Туркой живут у меня в селе. Также туркой живут, насколько я знаю, живут Рошничу и живут Хамби Ильзе. Эти люди между собой родственники. Азамат, сразу, чтобы было понятно. Турки, месхетинцы, турко одинаковые или турко, у них есть разница, тоже объясни люди, потому что турки-месхетинцы есть, в Наурском районе проживают, и те, которых ты называешь. Когда я про них, про друг друга спрашиваю, они говорят, мы никакого отношения друг к другу не имеем. Турки-месхетинцы оказались в Теркисте в начале 90-х годов, потому что их 20 века. Да. 20 века, прошу не путать. Они вот оказались здесь, они поселились и в Ростовской области, кажется, в Краснодарском крае они поселились. Ну, не суть, да. То есть там узбеки начали их резню, и они оттуда сбежали поэтому. По происхождению они те же грузины. Турки-месхетинцы. Да, это по происхождению грузин, просто у них язык тюркский и религия мусульманская. Так они грузины. Все, дальше теперь продолжим. Вот, в моем селе живут туркой был Шнахбу. Мы их называли гуржи. Санейны лулаих шер цер цинах сунах гуржию алар тайпан гуржию алар. И в русских источниках, которые описывали наше село, они назывались... я же из Дишневедна, мы же говорили. Да, Дишневедна Рушуна. Вот, и их в русских источниках они... Это место, где они живут, это место русские называли грузинский квартал. Грузинским кварталом они, естественно, называли, потому что мы их называли грузинами, гуржи. Также от нас, откуда же еще русские их стали называть грузинский квартал. Омар Ирзе Алчинах. И пеш моментах Омар Ирзе Ал. Вот. Юха инаха цер хаболар худу милду цахуш инах цан цебал бачхена со цикрида цакидир а цебал качхена. То есть грузины, гиржи цундер, да? Да, цундер начали называть гуржи. Хипсуш, еще хипсуш, ну да. Войнах был. Вот так, но хипсуш была чего дикдух, войнах был. Войнах был. Ну, наши люди. Я прошу четко называть, потому что мне дальнейшее еще работать. Я имею в виду, я хочу, чтобы четко
я хочу, чтобы каждое слово из твоих уст звучало настолько четко, чтобы потом никто в эфире не сказал, а он там сказал так. Имеется в виду наши люди. Когда-то, которые относились, даже считается, к нашим стукому, правильно? Да, да. Все, я слово «войнах» не употребляю, потому что это наш брат. не слово, это... Не национальность. Не национальность, да. «Войнах», я имею в виду, это наши люди. Имеется в виду. То есть, если вам будет удобно, это исторически те же нахчи. Вот. Но это неологизм. Термин. Термин. Да, 29-го года. Все. Слово «войнах», а слово выражение, словосочетание «наши люди», «войнах», это уже... Уже, да, это должно быть давно уже. Да. Вот. «Хипсуш буалар», табак чарти. Ну, Егу волёч «хипсуш буалар», так, «хипсушам» наши люди, Аллах. Я на этом успокоился. Потом я увидел программу. Я увидел то ли Грозный, то ли Войнах. Хамбир зебеш, был туркой, говоришь, ваш турк, ваш войнюк бяхкина. Вот они живут среди нас, они выучили наш язык, они исповедуют нашу религию, они с нами роднятся. Вот такую программу увидел про них. Да, мне было неприятно это. Но программа такая была. В итоге я так смотрю, анализировать. И что? Мы их в нашем селе стали называть гуржи, потом их стали там их называют турками. Да, там их, тейп у них, просто они сами себя называли туркой. Поэтому мы их стали называть туркой. По сей день они себя называют туркой. Потом про них начали говорить, что они чеченские беженцы, которые 150 лет назад уехали в Турцию, потом вернулись. Вот так про них начали говорить. Да, про них начали говорить, что они наши мухаджиры. И вот сегодня благодаря ДНК проектированию, которые... Я хочу, чтобы ты сразу сказал, с каких сел. Мы не просим называть фамилии этих людей. Дишневедан, Хамби, Ирзи, Рошничу. Да, Тейна, и результаты у них были. Вот, и в итоге мы имеем ДНК-анализы, и эти люди показывают, я вот недавно совсем смотрел, эти люди показывают родство с нашховицами. И вот вопрос, почему их стали называть туркой, оказывается, эти их предки жили в селе Туркал. Тур — это имя человека. У меня, например, в родословии Ачи, у меня в такой параллельной ветке в моей родословии есть такой человек Тур. Туркал, то есть поселение Тура. Вот, и поэтому Туркалой Алацерх, потом Туркой Алацерх. Вот то есть из-за своей личной ошибки в произношении своего непосредственно тейпа эти люди страдают сегодня. Но генетически они такие же, ни грузины, никто, а они наши люди. Да? Правильно я говорю? Да. И вот в итоге, что мы имеем сегодня? Мы имеем то, что мы их начали называть то грузинами, потом от нас, русских, стали называть их грузинским кварталом, потом их начали называть турками, потом у них и программа была про то, что они турки. То есть мы сделали все, чтобы они стали турками. И сами в это поверили, это что они турки. Ты согласен с этим? Недальновидность и безграмотность. Некоторые другие обозначения этого просто я не хочу. Злости на это смотри, Азамат, я всегда говорю у нас в эфире одно, чтобы было понятно, чтобы не было никаких недоразумений. Всегда испокон веков, особенно когда мы жили в горной части, у нас была кровная месть, у нас были подстрекательства друг друга. И стоило двум тейпам перессориться между собой, это плохая черта. Но мы всегда находили, что сказать об этом человеке. К тому же, с учетом того, что до принятия ислама, сейчас-то это еще стало меньше. Я к чему это веду, ты, думаю, понимаешь, да? Необоснованные вещи. Осталось 2 минуты. Друзья, не теряйтесь, мы обязательно... Азамат, еще полчаса ты сможешь, наверное? Полчаса? Да, сможешь? А уже полчаса прошло, да? Нет, час прошел. Час уже прошел? Да. Он час ведет дискуссии, и потом говорит, я отключаюсь, потом зайдите еще раз. Хорошо? Не теряйтесь. Чаберлович, ног чего от и отдул. Та проблемяц, още чаберлаяц, выключить комментарий. Это проще, это я за матом меньше отвлекает. То есть, из-за того, что были какие-то ссоры между тейповыми, одни могли на других что-то сказать, и эта молва
шла дальше, пока какой-нибудь человек, который не собирал полевые материалы, Гюльштадт, Лаудаев, любой баснописец мог сесть и записать. Они не туркалар, они турко. Они пришли. Для нас было позором считать, имеется в виду пришлые. Мы же знаем это, да? Чистокровные, нечистокровные. Эта тема у нас всегда будоражила наши умы, нашего народа. А поскольку мы хотим единства своего народа, и мы за правду, то вот такие нюансы имели место быть из-за того, что было вот такое соотношение. Могло, да? Друзья мои, мы сейчас продолжим через 4, 3, 2, 1. Auf Wiedersehen.